Привет! Сегодня у нас беш-бармак, беш, как сейчас называют. И сейчас сначала мы наливаем туздох. Это бульон. Ого! Это лук в бульоне, в котором варилось мясо и вот это вот тесто. Это называется жайма. И перед тем, как кушать беш, обязательно наливают туздок. Он горячий, как бы горячий бульон с луком. И вот такое вот блюдо получается. К слову, я буду рассказывать вам о каких-то традициях казахских, в которых участвовала я, так скажем. И как давно это праздновали, и выполняли, и как сейчас это делают. Думаю, вам будет интересно. Хочу отметить, что это такой свойский беш, то есть это беш для себя, для своих. Я имею в виду, то есть это не очень красивый беш. На самом деле его подают очень красиво. Ну, очень. Везде козы так расставляют мясо, нарезают пластинками прямо, как в ресторане. Вот так вообще подают, в принципе. Но это как бы вы же видите, что это для меня только. Вообще говорят, что в Восточном Казахстане, то есть у нас, самый красивый беш. То есть очень такое сильное значение придают оформлению беша. В южной столице, ну, на юге у нас вообще обожают это дело. И сразу опережу комментарии, где пишут, что беш кушают руками. Не все казахи так кушают, это на юге больше. На юге, да, кушают руками. У нас в Восточном Казахстане кушают большой ложкой, руками вообще не кушают. Я вилку взяла, чтобы было удобнее мне. Сейчас я обожаю лук с возрастом вообще. Один раз я встречалась с парнем, и мы сходили с ним на шашлыки в первый раз. И грех не есть лук там. И когда мы вышли, он сказал: ты съела больше лука, чем я. Но мне нравится, а что поделать. Насчет традиции. Вообще, первое, когда ребенок рождается, человек, когда приходит на свет, делает шальдяхана. Ой, приглашают гостей.
делятся счастьем, так сказать. И в этот день, в этот праздник главное мулла или какой-то дедушка, ну, в давнее время любой дед был, он говорит на ушко ребенку его имя. Такая традиция, типа, тебя зовут Алия, допустим, да? Вот так. И почетному какому-то дедушке доверяли данную миссию. Дальше, когда 40 дней исполняется ребенку, делают крахшельпек, то есть крахнан шагару называется, типа 40 дней ребенку, малышу. И такое поверье есть, что в 40 дней ребенок превращается в человека полноценного типа. Даже когда я родила, мне говорили, ну вот, 40 дней пройдет, и тебе станет легче, будет хорошо и тебе, и ребенку. А я так представляла, очень сильно ждала эти 40 дней, пока пройдут. Думала, произойдет какое-то чудо, и нам реально станет круто всем. Нифига. Просто какое-то поверье или что. Мне вот интересно, кто же придумывает такие традиции? Вот бывает же, ну, очень давно сидит человек и говорит, давайте сделаем так. А потом все люди соглашаются. И пошло-поехало так. Очень интересно. Никакого чуда не произошло. Дальше мы жили как обычно. Тем более у нас были колики, но это вообще отдельная история. И в 40 дней раньше приглашали только женщин. И на юге, так как там хорошо соблюдают традиции, там также сейчас домой приглашают только женщин, производят обряды. Это постригают ноготочки ребенку, волосы убираются. Бритвой. Это для многих дикость, у нас так. А у нас в Восточном Казахстане, тем более сейчас, и в Шердехана делают той, и в 40 дней делают той. А зачем 40 дней делать то, я не понимаю. Маленький еще ребенок такой. А люди приходят, все на него смотрят. Не знаю, мне кажется, это не очень. Ну, это просто пустая трата денег, мне кажется. Потом мальчикам делают обрезание, девочкам прокалывают уши. Вот на этот счет тоже говорят, что изначально казахи было так, что девочкам прокалывали уши уже когда они выходили замуж. Типа это обозначает то, что это девочка, грубо говоря. Или когда она выходила замуж, только вот тогда прокалывали, мол, ты уже не девочка. Типа, ну да. Меня поняли все. Я не знаю, как на самом деле, вот реально не знаю. Сейчас просто прокалывают уже в 3 годика кто-то, в 2 годика. В 5 лет, кто-то когда в школу идет.
Мне прокалывали во второй класс, когда я пошла. Я до 2 класса была у своей бабушки в деревне. Потом меня родители забрали к себе в город, когда встали на ноги. И бабушка меня привезла в город, и прокололи мне уши, она купила мне золотые сережки и типа вот так вот дала родителям, как бы, да, доверила. Вот, поэтому у меня на 2 классе. Просто сейчас вижу, маленькие девочки уже с такими сережками ходят. Ну и самое интересное, это замужество. В моей жизни это дело произошло очень неприятно, происходило. Я была как будто в фильме, как будто я актриса, вот снимаюсь в этом как будто я актриса и снимаюсь в этом фильме. Было такое ощущение, когда я зашла. Обобщенно говоря, вообще у казахов один той, то есть той устраивает жених, сторона жениха. До этого проводы невесты происходят, то есть невесту провожают из дома, вообще из дома. А сейчас так сделали, что типа 2 свадьбы. Сторона девушки, сторона парня. Все происходит одинаково, все те же тосты или как. Просто некоторые моменты, естественно, немножко разные. После этого домой приглашают вот эти молодожены, всех родственников. Потом эти родственники приглашают их для того, чтобы познакомиться и начать общаться так близко, да. Какие-то родственники бывают бесстыжие, которые не зовут молодожен. В общем, и такое бывает. А потом у этих людей рождается ребенок, и все вот эти традиции начинаются заново. Естественно, есть и другие. Я просто рассказала, что я вспомнила, и я выпью сейчас колу. В первый раз, опять же, по состоянию здоровья, помните, да, что мне нельзя было газировку. И этот легендарный момент. О май гад. Я решила запить колой, потому что, целый табак беша съесть. Это вам не шутки. Вот так, напишите в комментариях, если вы, может быть, где-то что-то слышали про какую-то традицию, хотите узнать от казашки, да, напишите, я вам отвечу. И те, кто заметил мой чудо-маникюр, лайк. Ну и традиционно, спасибо всем за просмотр, спасибо, что вы со мной, мне очень приятно. Будьте со мной, подпишитесь, чтобы не потерять. И пока-пока.